Большое спасибо за то, что выбрали моего брата. И тут я начну свою речь. Уважаемые дамы и господа, позвольте выразить вам мою сердечную признательность за приглашение на эту церемонию. Для меня огромная честь представлять своего брата Бузургмехра Йорова в церемонии получения премии Хомо Хомини. От имени родных и близких брата, от имени всех сочувствующих Бузургмехру Йорову, я благодарю организаторов и членов жюри организации Need for People за их выбор. Бузургмехр Йоров ассоциируется в нашей стране как пример мужества и преданности своей профессии. Как человек, который, имея возможность избежать ареста и тюрьмы, поставил свои принципы выше своей свободы. Работая следователем в милиции, преподавателем уголовного права и уголовного процесса в налогово-правовом институте, а затем и адвокатом, благодаря своим знаниям, отношению к людям, приверженностью к принципам, он снискал уважение и признание в нашем обществе. Он был инициатором учреждения и первым председателем независимой адвокатуры Таджикистана. Хотя власти пытались признать незаконным вновь созданную коллегию адвокатов города Душанбе, Бузургмехру удалось выиграть судебный процесс и создать самую большую коллегию адвокатов в Таджикистане. Благодаря его профессиональным качествам, верности защите интересов доверителей, к нему обращались очень многие. Он брался за такие дела, от которых другие адвокаты отказывались. Несколько раз власти и сотрудники правоохранительных органов пытались путем угроз, шантажа и даже подкупа повлиять на него, чтобы он не был таким упорным и бескомпромиссным в своей профессиональной деятельности. Но Бузургмехр не такой человек, и об этом свидетельствует факт того, что он в данное время сейчас находится в тюрьме с 2015 года по сфабрикованным обвинениям. Я помню тот день, когда его арестовывали. Я был с ним в нашем офисе, когда приехали два сотрудника управления по борьбе с организованной преступностью МВД и попросили его, чтобы он последовал с ними на беседу к их начальнику. Они сказали, что начальник прислал их для его приглашения на беседу, и надо срочно пойти с ним, потому что у начальника времени, оказывается, не было. Они были так настойчивы и очень наглыми. Бузургмехр им ответил: «Вы видите, что у меня сейчас прием, и люди приехали ко мне из разных районов и городов. Их интересы являются для меня приоритетным, чем беседа с вашим начальником. Даже если сейчас сам президент попросит меня прийти немедленно на беседу с ним, пока я не завершу прием, я никуда не поеду». В стране, где всячески подавляются основы демократии, где правящий клан вот уже более 28 лет правит бессменно страной и всякую критику воспринимает как угрозу своему благополучию и сохранению власти, быть правозащитником, особенно быть адвокатом, не только трудно, но и опасно. Есть много примеров того, как арестовывались адвокаты, правозащитники или активисты, фабриковались против них уголовные дела, заключались под стражу и лишались лицензии на профессиональную деятельность. Даже я могу быть обычным этим примером. Признание Бузургмехра Йорова победителем премии Хомо Хомини 2019 года – это премия для всех тех, кто, несмотря на давление, угрозы, аресты, вынужденную иммиграцию и разлуку с родными, продолжает всяческими доступными средствами бороться за построение справедливого общества, основанного на верховенстве закона в Таджикистане. Присуждение этой премии Бузургмехру Йорову дает нам надежду и силы для нашей дальнейшей деятельности. Это признак того, что мир не забыл о Таджикистане и что мы не одиноки в нашей борьбе. И в заключение хочу сказать, что хотя Бузургмехр Йоров находится в данное время в заключении, где доступ к информации и к средствам связи очень ограничен, ему удалось отправить очень короткое сообщение, которое я хочу вам сейчас зачитать. Дорогие друзья, вместо присуждения премии Хомо Хомини для меня было неожиданной и радостной. Когда я узнал об этом, то не только я, но и многие заключенные в нашей колонии искренне этому обрадовались. Это дает нам надежду на то, что жертвы, на которые мы пошли ради демократии и верховенства закона, не забыты. Ваша поддержка, ваше понимание и признание укрепляют мои силы и дают мне уверенность в том, что справедливость все равно восторжествует. Я ни о чем не жалею. Все, что я делал ради справедливости и закона. С уважением, ваш Бузургмехр Йоров.
И в конце позвольте еще раз поблагодарить всех вас от своего имени, от имени родных и близких за вашу поддержку Бузургмеху Йорову, которая очень ему необходима в такие трудные для него время. Спасибо большое.